В этот прекрасный день, первый день лета в Якутии. И такая красивая лялечка. Трехглазенький красавчик. Трехглазенький красавчик. Хоба. Ага. Так. В общем, сегодня у нас по батареечке проверим, что с батареечкой. Это очень интересно, уже какой-то другой рестайл, потому что вот такая галочка идет, тоже трехглазенький бампер, ксенончик, вообще прям зачетный номерок, пожалуйста. Рамочка тоже классная рамочка, беленький, 17 колеса, 17 колеса, не знаю. Так, 215, чуть-чуть пошире, чем обычно. Это что, зима или что? Да, зима, шарм-ху. Или это уже лето одето. В общем, сейчас обслуживание ВВБ. Квадратный номер, прикольненько смотрится сзади. Косяков нету. Зазорчики все. Все зазорчики. Ну вот чуть-чуть, вот бамперочек чуть-чуть. Так, здесь внешний вид снимаю, чтобы претензий не было, мало ли. Чуть-чуть вот бамперочек отошел. Есть омыватели фар. Круто. Так, внешний вид нормально. Так. Я внутри гляну, да, что у вас. Комплектация, как внешний обзор. Ну, четко выглядит. Дополнительная тонировочка с уважением, по-моему. Или так и есть. Тут темновастенько, так прикольненько выглядит. Тоже комплектация шикардос называется. Кожа. Или что-то такое, типа замши. Прикольненько. Подлокотничек. Тоже чем-то обтянутый. Ну, чуть-чуть вот продавленный чуть-чуть. Так, еще наикрутейшая тема. Опять попадается. Электросиденье. В очередной раз вижу другой расцветку, другую. Черный салон. Серебристые небольшие вставочки. Алькантара тут или что? А, нет, тряпка просто. Ну, какая-то такая интересная тряпка. Здесь внутри Эва коврики. Тоже прикольно, вот так все закрыто вот. Чтоб лишнее ничего не заваливалось. Внутри у нас магнитолочка красивая, андроидовская. Ну, машинка. Так, по пробегу сейчас глянем. Пробег у нас, ну, у всех пробег такой. Получается 200 тысяч. Ну, уже пора все менять, и свечи, и все на свете. Обслуживаться по-любому. Так, здесь у нас дополнительных кнопок нету. Вот это вот автопарковки и прочее нету. Это уже рестайл, потому что кнопочка 13-13 года. Вот. Руль чуть-чуть имеет вот такие затертости, но его красят. Есть у нас ребята, которые, есть видос, которые вот покупают где-то в Алиэкспрессе или где там в Албересе, краску красят. Круиз есть, черный салон, черный, вообще четко выглядит, вообще обалденно просто, мне нравится. Тоже зеркало, авто какое-то зеркало, регистратор установлен, вообще классно. Классно. Сейчас проверим батареечку. Ну и возможно будем EGR смотреть. Это уже вторая серия будет. Итак, пойдем сзади посмотрим. Сзади посмотрим. Да, рестайл. Подскажи, пожалуйста, какого года машина? Какого года? 13-й год. Четко вообще. Все ветровички, все. Еще салончик. Ну, четко. Вот этот вот расцветка салона, говорю, там у них 15 что ли этих расцветок.
компоновки салона. Кожаный вот этот белый был салон у кого-то, а тут салон черный. Прям четко. Прям четко. Так, под капотку посмотрим. Ого. Это имеется сабик по красоте. Коврик. Здесь у нас ковров нету, как в одной комплектации было. В общем, буду сейчас снимать потихонечку. Вот, модернизация, чтобы легко было достать. Все руки покоцал. Но не обращайте внимания, там ЕГР чистится не так просто. В общем, буду заниматься. Итак, машинка хорошенькая. Одеваю свежие перчаточки, чтобы там не говорили, кто-то там: о, поцарапал, поцарапал. Это чисто владивостокская тема такая для мажориков, что якобы я могу поцарапать перчаткой пластик. Это, блядь, это, как там Иван Килин говорит, это пиздец. Ладно, мат запикаю. Крайне мала. В общем, ребят, напомню, зачем именно я это делаю. Потому что сканер, который через программу TouchStream, он, ну, я лично считаю, то, что он показывает, не совсем корректно, так скажем. Именно состояние батареи надо проверять вот так вот. Со снятием, ну это мое мнение, не знаю, я там не последняя инстанция. Со снятием, посмотреть контакты, посмотреть, что там пыль, не пыль и так далее. Вот. Ну и все сказать хозяину, там, результат этих действий, в принципе. Это как ТО, уже зная то, что пыли нет, зная, что контакты чистые, зная, какое состояние именно батареи. Все спокойно человек может ездить, не париться, абсолютно. Вот. Так, ну что, хватит болтать. Смотрим. Чуть-чуть пыль имеется. Panasonic. Panasonic у нас аккумулятор стоит с воздухоотводом, газоотводом. Итак, убираем чеку. Сейчас клемму сниму. Ну вот, сеточка. В принципе, вовремя парень обратился. Вот она уже, вот такая вот, пальцем провожу. Появляется вот такой вот шуба. Вовремя обратился. Молодец. Как бы можно было убить. Ну, состояние вот забора. Тут есть, оказывается, вот такая липучечка. Она там под сиденье прилепляется. Тоже имеется мягенькое уплотнение. В общем, буду дальше снимать. Сеточка это аккуратно вынимается. Кто-то уже то ли лазил, то ли что. Вот эту трещину сделал не я. Ребята, это не я. Ну вот такое состояние впускного диффузора. Итак, снял. Первым делом попрошу рядом стоящего, тоже гибрид имеет. Сюда, пожалуйста, сюда. Сюда, вот отсюда, с этого ракурса. В общем, посмотрим. 13-й год. Состояние батареи. Так, это ладно. Надо рукой протирать, конечно. Тряпочкой тут надо протирать. Ладно. Так, теперь предварительно скрыл. Еще сам не лазил, не знаю, что тут. Итак, момент истины. Ну, записи нет. Это уже радует. Записи нет.
Между сотами грязь. Между сотами вот какие-то штуки, я не знаю, что это такое. Белое вот какое-то. Что такое белое? Так, теперь сразу проверим. Так, сразу проверим состояние контактов. Оба. Что? Зеленый. 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 В общем, сейчас наверх проверяем состояние. Звоню хозяину, рассказываю, что надо делать, не надо. И все, в принципе. Ну, было показано то, что нормально, пыли набрала за столько лет. Уже полегче, я считаю. Станет полегче всяко. Сейчас наверх. Пока паузу, пожалуйста. Так, подкинул на приборчик, посмотрим статики. Ну как, просто вот заряженная машина приехала. Смотрим, 0,08. Ну как бы человек решил продавать машину. Сейчас мы ее проверим. Если я вот такой жирный лайк поставлю, то можете смело покупать. Цена будет, наверное, скорее всего обоснована там. Ну, 13-й год, не знаю, сколько сейчас стоит. Все, начинаем разрядочку. Итак, первый результат: 400 мАч слилось, 3 минуты 21. Это настоящий в статике, вот как машина приехала. Это хороший результат. Так что могу сказать с уверенностью, что можно брать вообще абсолютно. Но это начало, первый. Пойдем до конца. Итак, второй забег по 400 метров, так скажем. За 3 минуты. Чем дольше бежит, тем лучше. 3 минуты 28. Это уже 800 слили. Настоящую. Третий забег. До 4 бывает. Один раз у меня 4 было забега. Вот так настоящую. Посмотрим. Посмотрим. Третий забег на 400 метров. Бегут ребята хорошо, ровненько. Разбег нормальный. Разница. Ну, это... Пока что еще это не результат конечный. Это эстафета, так скажем. Конечный там будет, когда 14 уже дойдет вольт. Тогда будет конечный результат и конечный вот разница. А то, что там компьютерный проверяет и так далее, в принципе, имеет место быть, но в любом случае надо обслуживать. Контакты менять. Я сейчас буду потом контакты менять. Вот. Продувать это обслуживание в любом случае надо делать. Так что, кто хочет, там у меня есть видео, кстати, смотрите на YouTube канале, где она была старая дева, грубо говоря. У него так просело, и вон 10 элементов лежит. Ну, это 40 тысяч рублей, грубо говоря. И плюс работа и так далее. Так что без обслуживания тоже, без ласки не может. Без ласки. Любая техника любит ласку и смазку. Итак, третий забег. 1200 слито. На километра 200, грубо говоря, они пробежали. Результат последнего забега: 3 минуты 31 секунда. Результат обалденный. 0,14. В принципе, можно смело очистить ЕГР сейчас и ставить на продажу. Будет вот такой вариант для продажи. Все, собираю, меняю контакты. А да, чуть забыл сказать то, что у меня же еще есть график. И сразу он ставит на паузу последний результат, потому что я сейчас паузу отожму, картина будет совсем другая. Он сразу берет откуда-то энергию друг с дружкой и восстанавливается. Самовосстановление этой батареи происходит. В общем, 1200 я слил, и сейчас буду тоже заливать уже тоже 1200. Ну, чтобы вернуть первоначальное состояние. Итак, график у меня что показывает? Самый большой
14. Вот, оба. Это я участвовал, кстати, в бета-тестировании вот этой программы. Дима, привет. Николай, привет. Я вижу, ты смотришь. Попросил по цветам разбить, чтобы, потому что раньше были все вот такие. Но это и вот эту шестеренку тоже я добавил. Еще что-то попросил у Димы. И Дима тут должен был сделать, не знаю, пока что еще батареечки так не проверял. В общем, график показывает. Вот 14 убираю. Хоба. Сразу другая картина появляется. Ну, быстренько расскажу. Ну, в принципе, график такой. То, что он показывает то выше. Ну, тут вот шкалы есть. Не будем разбираться. В общем, 14. Почему 14 самый сильный? Очередной раз рассказываю. Вот вентилятор. Вот идет воздух вот так по низу. Продувает, продувает, продувает. Тут все закрытый же корпус. Продувает, продувает. Здесь упирается воздух вот сюда. В эту штуку. Хоба. И по закону физики, получается, он вот так и поднимается вверх. Поднимается вверх, деваться некуда, корпус же закрытый. И он назад выходит, и здесь вентиляция туда уходит, на улицу. Получается 3-4 первых продувается спокойно вверх. Вот. 3, ну может 5. Здесь самый нагруженный, потому что длинная батарея. Вот. Уходит. Почему передние сильные? Потому что тут тоже, считай, холодный воздух, грубо говоря, кондюшник там работает, но вообще просто воздух, первый воздух, еще не успел тут нагреться внутри, вот. Он холодный, и он какие-то там элементы успевает охладить снизу, а тут, получается, он упирается и вверх поднимается. В общем, вот такая тема, и поэтому 14 всегда сильный, вот здесь два элементика, там, ну вот эти вот все сильные. Но тут батарея не как старая дева, вот это была просаженная. Тут нормальная батарея, у которой все ровно. Машина свежая. Машину сейчас обслужим. И человек будет продавать, в принципе, можно и цену. Ну, тут уже, как говорится, не мой совет. Итак, 1200 я слил, 1200 я залью. Поэтому сохраняем, закрываем. Программа Neo Hybrid Lab. Их интеллектуальная собственность, так что все запатентовано тут, в принципе, даже если я что-то хочу тут куда-то полезть, меня сразу и все забанят. В общем, пуск вот такая, ну пока что еще не модернизирована, потому что это у меня получается первая, номер 1, техподдержка, тут все дела, вот. Еще пока механическая часть осталась. Но Роман, привет, кстати, Роман, что-то про тебя ничего не рассказываю. Он сказал, что будет здесь ползунок появится и сервопривод поставит. Может быть, когда-нибудь я это и сделаю. Ну, это мы посмотрим. В планах такое есть. Сервопривод поставить, чтобы сам он автоматически выставлял на зарядку столько-то. Вот. В общем, сейчас 1200 зальем, пусть она заряжается, и пойду, там человечек приехал, посмотрим, что у него. В общем, сейчас поменяю контактики, поставлю, позвоню хозяину, может забирать. Ну да, 1200 залью, он сам отключится, столько в то положение, которое я брал. Батарея вообще отличная. Машинка тоже мне понравилась, черный салон. Сейчас еще двигатель обслужить, и вообще просто будет. Просто почти беспробежка будет. Ну, состояние беспробежной машины будет, по сути. Плюс там еще сабвуферочек. За это отдельный лайк. И за мафон тоже отдельный лайк. Так что, как-то так. Итак, зарядил 1200. Разбег 0,24 вольта. Нормальный график зарядки. Блин, что-то происходит. Да. По графику зарядки тоже можно смотреть. Блин. Как-то так. Что они чувствуют? Эй, а что у меня? Что с ним? Ладно. Сейчас мне прибор больше не нужен.
Результат отличный. Батарея огонь. Ну, в очередной раз покажу контакты. Вот они. Прям увеличиваю. Вот такой контакт. Внешняя сторона. А, то есть внутренняя, вот внешняя. Какие-то следы японского лака присутствуют. Так, а у меня химически очищенные вот такие. Посмотрим. Мой. Химия над ним поработала. Никакие шкурки тут не работали. Чисто химия. Все. То, что вот тут вот грязненько, это ничего страшного. В общем, контакты поменены. Были вот такие. Вот они грязные лежат, ребята. Просто грязные. Вообще. Ну, это обычное ТО. Так, заменил контакты. Протягиваю все динамометрическим ключом. Обязательно. Это кто электрик, знает, что такое динамометрический ключ. Кто грамотный электрик, вот, кто учился, там понимает, то, что момент затяжки — это тема такая важная, потому что медные штучки, медь. Ну вот, не обращайте, ну, руки все опять грязные. В общем, меняю, ставлю, звоню хозяину. Ну, проверим, что заводится хоть нет. Все заводится. О, что такое? Что случилось? Гибрид система. Пик-пик. В общем, бывает иногда после подключения ошибочки, когда разъемы снимаешь. В общем, машинка классная. Музыку, прокачать музыку. One Love. Сабик же. Так. One Love. Да, музыка хорошая. Кач какой-нибудь. В общем, музончик чуть-чуть прокачаем. Круто. Да, машинка хорошая, батарея отличная. Все, сделал обслуживание. Забыл совсем то, что тут электрическое. Все, ключики. Сейчас буду выгонять, наверное. Поставлю, дождусь клиента. А потом отдельным видео будет по этой машине, отдельным видео будет чистка ЕГР. Ну, если хозяин пожелает, посчитает нужным. В общем, запоминайте номер 479. Увидите этот номер в объявлении. Батарея огонь. Прям вообще огонь. Номер кузова даже покажу. В принципе, разрешил хозяин. Вот номер кузова. 180 тысяч, 1 миллион 803 тысячи 973 Prius. Миллионные уже штуки пошли, потому что их там миллионами штук выпускали, Prius. Как-то так. Еще раз
Учу, как двери закрывать. Первый щелчок, второй. Учите всех. Тачка свежая, второй. Тачка свежая, поэтому раз, щелчок, второй. Что я тут поцарапал у кого? Это там мне хейтер какой-то написал, что я могу поцарапать. Что, ногтями скребу, что ли, или что? Тут то же самое. Хоп. Кстати, вторая тонировочка. Закатан зад. Тут такое ощущение, как будто что-то есть, но козырька нету. Так, еще раз посмотрим. Может, лобовое меним? Еще раз по кругу. Вот рестайл можно еще определить по вот этому открытому рту черному. Черный открытый рот, но комплектация, конечно, да, трехглазенький, прям блестит. Да, машинка. Ага, смотрим. Оригинал. В общем, ребят, кому нужен Prius, если хозяин скажет, контакты в описании к этому ролику оставлю. Ну, если ему понадобится. В общем, сейчас выгоню, посмотрю, что да как там. Да буду ждать. О, какой тут крокодил стоит. В общем, толщиномером я не проверял, поэтому обязательно перед продажей, кто ищет автомобиль, обязательно вот деньгам, к деньгам это дело. Обязательно толщиномер. Поэтому алюминиевый капот, но видно прям красочка прям. Белый перламутр, снежная королева. Это классика жанра. Белый, белый, как белый лебедь. Все. Буду искать хозяина этого крокодила. Так, машинка чуть попозже приедет на ЕГР, на чисточку, на замену свечей. В общем, человек хочет продать прям машинку, прям по красоте. Прям по красоте машиночку продать хочет. Поэтому я только за. Я только за, потому что машина как бы не дешевая. Машина не дешевая. Поэтому надо, конечно, красоту приводить. Порядок. В порядок, в красоту приводить. А приедут, заберут. Все, глушим. Глушим. Сигнализация, тут все есть. В принципе. Сигналка. Starline. Брелочек, вот этот японский брелочек, кстати. Тоже как-то покупал, тоже это брелочек был. В общем, пусть приезжает. Зачет.